кылып, атайын мүмкүнчүлүгү чектелген биздин дарандарыбызга кружок ачып атабыз. В городе Карабалта открылась секция лечебно-физической культуры для поддержания здоровья. В рамках проекта укрепления устойчивости местных сообществ открыт кабинет и предоставлен тренер. Теперь сюда могут приезжать дети с ограниченными возможностями и вместе с родителями будут заниматься спортом. Для этого предусмотрены все условия. При финансовой поддержке этой программы нам закуплены спортивные инвентари. И вот мы сегодня становимся свидетелями открытия этого центра. В дальнейшем хотим поддержать наших граждан с Лоузы со стороны мэрии, со стороны сообществ. Поэтому мы будем активно работать с различными программами. Открытие специального кружка для детей с инвалидностью дало возможность родителям и их детям расширить знания по инклюзивному спорту, укрепить здоровье посредством физических упражнений. Совместное времяпровождение, общение и обмен информацией открывают возможности для новых шагов. Во многом есть ограничения доступа при движении в общественных транспортах, да, проведение своего организованного досуга. И это колоссальная поддержка для родителей и для самих людей, которые могут себе позволить чувствовать себя полноценным членом общества. Тем самым в последующем мы будем, наверное, надеяться и точно мы увидим, что они будут вовлекаться в процессы принятия решений. В рамках проекта, реализуемого фондом Евразия в Центральной Азии, прошли семейные спортивные игры. В нем родители вместе со своими детьми приняли участие в эстафете и проверили свои силы. Родители, которые играют в шахматы, играют в мяч и стреляют из лука с детьми, считают, что такие занятия укрепляют связь между поколениями. Катышып, жамен атып, ойнайсаң кармап ойнотабыз. Азыр эмне көбүнчө балдар телефон, интернет менен эле алек болушат. Анан бул чын эле ата менен эне баланын ортосундагы байланыш түзүп атат да. Чындап эле баягы ички жан дүйнөсү менен, сөз менен дегендейчи оюн менен мындай тыгыз байланыш түзгөндөрдүн бири деп эсептейм да. Ошо мындай иш-чаралар көп болуп турушун каалаймын. Отметим, что в рамках проекта ПРООН «Укрепление устойчивости местных сообществ» проводится работа по 3 направлениям – укрепление здоровья и укрепление семьи. Для этого было отобрано 9 органов местного самоуправления по всей стране. Рахат Батырбеков, Автандиль Бактыбеков, Эсенбек Усенов, СТВ, Чуйская область.